исключительно отрицательно. Мне кажется, этого всего можно было легко избежать. Я считаю, что мы их просто спасаем, несчастных людей, от нацистов. Не интересуюсь этим, поэтому не знаю. Не знаю, я к этому всему негативно отношусь. Как бы война – это очень плохо. Да Россия никогда ни на кого не вторгается. Это когда я еще поражаюсь терпению нашего правительства. Я бы закидала бы эту нафиг уже в Украину. Вот так достали, с придурками при этими. Я не думаю, что наши вторглись на Украину. Россия гаскәрләренең Украинага керүе безнең өчен бик зур авырлык китерә илебезгә һәм халкыбызга. Честно, мне кажется, он не мог не поддержать. Да. Bizim minnehanımız ol bizning tege kuşak gibi ol. Kızganışka karşı. Halk büyüyen tege üzerinin derecesinde saklay olmadı. Minnehanımka bu işe tıkılıp yerge kirek tügülünde. Большая война, если будет, ее и не будет. Путин не допустит войны. Но я думаю, это небольшая война. Күп булса братнага барачак. Монда dünya bizning Birleşmiş Milletler Uyuşması üzerinin bizim Россия җитәкчелегенә үсүләрен әйтеп, кушылалар bu işlerini туктатырга. Это не будет войны. Все равно что-то Путин предпримет. Прекратится доступ к получению новых технологий. Я вот это считаю. Не повлияет на нас. И не будет большой войны. Я думаю, это не повлияет на Россию. Как можно вообще на Россию как говорится, хотеть что-то с Россией сделать? Ну что это такое-то вообще? Я не знаю, как можно придурков этих ставить во главе государства украинского. Я вообще поражаюсь на терпение, поражаюсь просто. Ну как повлияет? Во-первых, к нам будут заселять почти в каждую квартиру их, кто живет один. Мне кажется, никому. Наверное, политикам, но не как нам, простому народу. Әлбәттә безнең халыкка файдалы түгел. Берничек тә илгә файдалы түгел. Конечно, Америке кому выгодно? Они не знают, куда деть оружие, вот и всем идиотам его продают. Оно должно было быть выгодно нашему правительству, но оно переросло во что-то, что уже невозможно контролировать. Я считаю так. Наше правительство пытается поднять себе рейтинги этим. И мне кажется, это будет как вот, знаете, вот эта маленькая победоносная война русско-японская 1904 года. И то, что это пойдет во вред только нам всем.